Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Теперь привиться от COVID-19 могут все россияне. В стране начинается массовая вакцинация от коронавируса. Также Россия расширяет географию полетов и возобновляет авиасообщение с 4 странами. Крещенский сочельник отмечает сегодня Русская Православная Церковь. В этом году праздник Крещения в Якутии пройдет без купелей. Массовая вакцинация от COVID-19 сегодня начинается в России. Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Сейчас используются 2 отечественных препарата. Это векторный препарат «Спутник Ви» от Центра имени Гамалеи и пептидная вакцина «Эпивак Корона» от Вектора. Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения включат препарат Центра Чумакова, который уже на подходе. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Владимира Путина, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила планы по выпуску вакцины. Так, за последнюю неделю по регионам развезли 600 тысяч доз, а до конца января в субъекты будет доставлено 2 миллиона доз вакцины «Спутник Ви», рассказал «Известиям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Поставки «Эпивак Короны» пока не носят массового характера, сказал он. Между тем, производство вакцины придется наращивать, чтобы охватить вакцинацией как можно больше граждан, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Увеличение производства с 2 до 10 миллионов доз вакцин ежемесячно позволит привить как минимум половину населения в короткие сроки. Уверен, правительство справится с этой задачей, подчеркнул депутат. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с 4 странами. С 27 января начнутся рейсы во Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию. Решение принято оперативным штабом страны. 2 раза в неделю из Москвы станут летать рейсы в Ханой и Дели, 3 раза в неделю в Доху. Добраться в Хельсинки можно будет как из столицы, так и из Санкт-Петербурга. Из обоих городов планируется совершать по 2 рейса в неделю. Кроме того, оперативный штаб решил увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до 5 раз в неделю. Более 11,5 тысяч детей появились на свет в Якутии в прошлом году. Это на 200 младенцев меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГСа. Отмечается, что мальчиков рождается чуть больше, чем девочек. Наиболее высокая рождаемость сохраняется в Якутске, где родилось более 5000 детей. Среди районов больше всего младенцев рождается в Мирнинском, Нерюнгринском, Мегинокамгаласском, Хангаласском, Алданском и Ленском. Также, тем не менее, рождаемость в Якутии значительно превышает смертность, соотношение примерно 70 на 30%, говорится в сообщении. Кроме того, органы ЗАГС Якутии провели масштабную работу по переводу записи актов в электронный вид. Вся информация будет храниться в облачном едином государственном реестре ЗАГС. Школьные занятия возобновили для старшеклассников в Якутске сегодня. Учебный день в очной форме объявили для учащихся 9-11 классов. По данным синоптиков, температура воздуха составляет минус 48 градусов, ветра нет. Ученики столичных школ с 1 по 8 классы остаются на дистанционной форме обучения по 18 января включительно. Ранее такое решение было принято городским управлением образования в связи со сверхнизкими температурами. Чемпионат WorldSkills начинает свою работу сегодня. С 18 по 29 января состоится 9-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в очно-дистанционном формате. В нем принимают участие около 1500 человек, победителей муниципальных отборочных этапов, которые будут соревноваться по 82 компетенциям в 3 возрастных категориях. Это юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых 50+. По информации Миноборнауки региона, чемпионат пройдет в 10 районах республики на порядка 30 соревновательных площадках. Новые компетенции у нас с каждым годом появляются. Рекрутер появился в этом году, охрана труда.
речные суда, обработчик рыбы. Вот, ну, с очень разных таких направлений появляются новые компетенции. Ну, заявок подано достаточно, больше 1700, из них вот допущены к 1500. Усталость, сонливость и нежелание что-либо делать. Именно такой минувшую рабочую неделю запомнили многие россияне. Длинные новогодние выходные действительно выбили многих из колеи. Психологи даже говорят об эмоциональном выгорании. О том, как вернуться к прежнему режиму и вновь полюбить свою работу, знает наш СОБКОР в Москве Айсана Бурнашова. За время новогодних выходных у меня практически полностью сбился режим. Я стала поздно ложиться, поздно вставать. Я ложилась в 3 часа ночи, просыпалась где-то в 12 дня. Переход от режима отдых к режиму работа Татьяне дается сложно. Эту неделю девушка провела буквально, превозмогая дремоту. Виной всему коварные январские праздники. Казалось, мы только привыкли к долгому сну и просмотру фильмов, как снова они, трудовые будни. Я жаворонок, я могу работать с утра более продуктивнее. И мне было тяжело в первые дни. Ну и сейчас тоже тяжело. Соблюдать режим дня, добавить кардиоупражнения и перейти на сторону правильного питания. Именно эти 3 действия, по мнению инструкторов ЛФК, лежат в основе восстановления. Также особое внимание специалисты просят уделить нормализации сна. Мы должны понимать, что если мы вчера, условно говоря, легли в 4, то сегодня мы должны хотя бы лечь в 3. И вот так вот отсекать постепенно, час за часом, и мы постепенно сможем так восстановиться. Во всяком случае, профессиональные спортсмены, когда меняют часовые пояса, они делают постепенно это дается проще. В здоровом теле здоровый дух. Пейте больше воды, занимайтесь спортом. Психологи также отмечают, пешие прогулки, как и активный отдых, помогут восстановить естественный ритм жизни. Ведь вместе с действием физическим заработает и ментальное. Вновь появится бодрость, мотивация и желание работать. Люди устают именно после новогодних праздников. И я склонна думать, что это стереотип. И это может быть отголоски того, как человек отпраздновал. Мы все-таки живем в своем теле. Соответственно, если даем возможность телу двигаться, в чем оно, собственно, нуждается, есть естественный биологический ритм. И когда он работает в соответствии с тем, как заложено природой, ты оздоравливаешься. Это логично. Главное, чтобы переход от праздников к работе был плавный и проходил без стрессов. Эти простые рекомендации точно не дадут рабочей рутине стать кошмаром, а дню пойти на смарку. Помогут восстановить доновогодний ритм жизни, а возможно даже и улучшить. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Якутск. Жительница Мархи Татьяна Николаева уже 4-й год занимается необычным для Якутии хозяйством – разведением перепелок. Она начала с 200 голов, сейчас в крестьянском хозяйстве около 1000 несушек. Поэтому хозяйка каждый день встает в 4 утра, измельчает кости карася, варит и все это перемешивает с комбикормом. Перепелок Татьяна кормит 3 раза в день, за сутки собирает около 300 яиц и реализует в пригородах и столичных магазинах. Продукция фермы имеет большой спрос. Влажность, там температура должна быть соответствующая. И должна быть, вот в первую очередь должна быть хорошее кормление. Надо хорошо кормить. Если хорошо кормишь, тогда хорошие яйца-то качественные будут. Скорлупа там. Перепелки начинают нестись в возрасте от 45 дней и сохраняют репродуктивную функцию до 3-летнего возраста. Медики утверждают, что перепелиные яйца – это настоящий клад для здоровья. По содержанию полезных веществ они намного превосходят куриные яйца. Между тем, жительница Мархи разводит 2 породы перепелок. Темно-серые – это эстонские перепелки, и белые – техасские, которые отличаются еще и вкусным мясом. В дальнейшем Татьяна Николаева планирует расширить перепелиную ферму до 3000 голов. Мастер из Омска Анатолий Коненко около 30 лет создает миниатюрные книги. Одно из изделий сибирского левши в 2002 году попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький образец литературного произведения в мире. Как рассказывает художник, миниатюрной книгой называется изделие размером до 10 сантиметров, а книги в 1 сантиметр называют микрокнигами. За годы творчества мужчина трижды выставлялся в библиотеке президента России в Кремле, принял участие
участие в десятках международных и провел множество персональных выставок. Как рассказал Коненко, время создания одной книги зависит от материалов, переплета и страниц, а также наличия или отсутствия иллюстраций. Крещенский сочельник отмечает сегодня Русская Православная Церковь. Это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господня или Крещение. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Слово «сочельник» происходит от традиции есть особое кушанье сочева. Это отварное пшено с медом, соком или изюмом. Также в сочельник у верующих принято подготовиться к трапезе, проведя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних уголков. А по народной традиции в эти 2 дня верующие купаются в священной воде в специально оборудованных для этого купальнях. Однако в этом году праздник Крещения в Якутии пройдет без купелей. Раньше тысячи горожан в ночь с 18 на 19 января занимали очереди возле специально обустроенных иорданий. В этом году из-за пандемии от купели решили отказаться, но обязательный обряд освящения воды состоится. Марина Крутихина продолжит. Январские купания в ледяной реке – многолетняя традиция многих россиян. В крещение к обустроенной купели в Ленске приходили тысячи горожан в любую погоду. В этом году традицию придется нарушить. Из-за пандемии массовые купания запрещены. Прихожанин храма Юрий Сарычев окунается в прорубь несколько лет подряд. К решению властей отнесся с пониманием и уже знает, чем заменит старый обряд. Да хотя бы можно просто снегом натереться, это ведь то же самое. Вы будете натираться снегом? Попробую, кстати, для сравнения. Отмена крещенских купаний не повод для отмены праздника. В храмах Ленска и Мирного воду осветят так же, как и прошлые годы. В праздник Крещения Господня они будут открыты, о санитарно-эпидемиологических требованиях не забудут. Ну, если воды будут забирать люди много с храма, и она будет кончаться, мы в течение 19 числа еще раз отслужим чин Великой Агиасмы, то есть в Великой Водосвете. Еще раз осветим воду. В Ленском храме воду осветят 18 и 19 января. Ее заготавливают заранее, в дело идут все емкости. Ведь год от года желающих запастись крещенской святыней становится больше. Взять крещенскую воду можно не только в день крещения, но и до конца недели. И не обязательно, чтобы ее было много. Количество не главное. Главное – расходовать святыню с умом. Марина Крутихина, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.